Здравствуйте! Что самое главное для вас в жизни? Здоровье близких, счастье в семье, друзья рядом, чтобы были. Кей-поп, деньги. Дружба. Самое ценное спорт. Учеба, наверное. Ну, получать хорошую зарплату и все. Прожить ее так, как ты хочешь, наверное. Мое собственное благополучие и счастье. Карьера, жизнь, работа. Чтобы не было скуки, как-то обрести свое счастье. А что главное для вашей мамы? Я. Дети. Дети. Чтобы я был в безопасности. Ее дети. Счастье своих детей. Я. Вырастить детей, наверное, нас. У нее, наверное, родные. Самое ценное. Здоровье детей. Скорее всего, мы, дети. Для моей мамы, как я считаю, самое главное, чтобы ее дети были счастливыми. В 2016 году региональный отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Обилимпикс впервые прошел в Якутии по 5 компетенциям. Участие приняло 23 конкурсанта. Победители регионального этапа Обилимпикса представляют Якутию на всероссийском уровне. Олимпикс – это, конечно, повышение профессионального мастерства. Каждый человек должен повышать свое профессиональное мастерство. Ну а и основной целью нашего движения является то, что повышенное внимание будет к этим участникам. Во-первых, они уже в поле зрения работодателей, и потом для них трудоустроиться будет намного легче. И по итогам нашего чемпионата мы будем готовить такие электронные портфолио наших ребят, где уже будут прописываться, по каким модулям, по каким компетенциям они набрали наибольшее количество баллов. И это впоследствии для трудоустройства и для работодателя будет удобно, и для студента это будет показатель. Для сравнения, в первом году проведения конкурса приняло участие 20 человек, в прошлом году 48. Явный показатель, что профессиональные образовательные организации в течение года провели усиленную системную работу по профессиональной подготовке кадров людей с ограниченными возможностями здоровья, по созданию условий для их обучения и содействия трудоустройства. Раньше такого не было соревнований, и вот я решил принять, чтобы проверить мой навык и чтобы мои пригодились навыки на жизнь. Если я не принимаю, а значит у меня нет жизненный опыт. Вот поэтому я согласился на принять, и чтобы хорошо жил, а путевку я не ожидал. Очень хорошо поехать на Москву и еще раз проверить мой навык. Там, наверное, будет очень сложно, но интересно очень будет. Я в прошлом году участвовал, и я в прошлом году 2-е место занял. И в этом году меня тоже предлагали участвовать. Я решил участвовать. Набрал победу, я очень старался в это участвовать. И очень сильно подготовился. Я давно мечтал, я ни разу не ездил в Москву. Я очень долго ждал этого участия, и я неожиданно сегодня выиграл. В этом году региональный чемпионат Обилимпикс 2018 пройдет с 22 по 25 октября. Перечень компетенций существенно расширился и составляет 15 направлений. Движение Обилимпикс меняет отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать все необходимые условия для получения доступного образования любого уровня, а также мотивирует самих людей с инвалидностью к получению высококвалифицированных специальностей и хорошей работы. Площадки соревнований Обилимпикс 2018 могут посетить все желающие. Вход свободный. Современный россиянин редко задумывается о помощи близким и далеким. Одной из наиболее простой форм привлечения людей к благотворительности является встроенная и включенная благотворительность. Например, приобретая товар в магазине, 1 рубль или процент от стоимости товара направляется на помощь нуждающимся. Так потребитель автоматически и без особых усилий оказывает благотворительную помощь. Первым примером встроенной акции была кампания, проведенная еще в 1980 году American Express. Тогда при совершении расчетов ее картой 1 цент от суммы оплаты направлялся на ремонт статуи свободы. Акция в первый же месяц привела к увеличению количества расчетов на 28% и увеличению новых пользователей на 45%.
Сегодня подобные акции активно внедряются предпринимателями. Так, уже традиционная акция сети ресторанов «Макдональдс» – перечисление вырученных средств от продажи картофеля фри в поддержку программ благотворительного фонда «Дома Рональда Макдональда». Сеть ресторанов KFC совместно с фондом продовольствия «Русь» проводит всероссийскую благотворительную акцию «Подари обед ребенку». При оплате заказа гости могут пожертвовать от 10 рублей и помочь малообеспеченным многодетным семьям. Все собранные в рамках акции средства идут на закупку годового запаса продуктов питания в разных регионах страны для раздачи нуждающимся. Предприниматели Якутии также активно поддерживают политику социального предпринимательства. Например, покупатели службы доставки воды King Aqua автоматически становятся благотворителями. С недавнего времени служба начала перечислять 1 рубль с продажи бутыля воды в поддержку реализации инклюзивных проектов благотворительного фонда «Харасхал». Пачки бумаги цветокопии, если я не ошибаюсь, надпись с каждой проданной пачки 1 рубль идет в фонд благотворительный, ну и название фонда. Решил, что это очень хорошая идея, надо ее тоже постараться как-то у нас в городе продвинуть, можно и в республике. Решили, с продажи каждого бутыля 1 рубль будет перечисляться в фонд «Харасхал» для их уставных целей. В течение месяца мы будем реализовывать бутыли, а по итогам месяца уже по отчету будем отправлять перечисления в их фонд. И я надеюсь, что нашу идею подхватят другие компании с разных отраслей и также будут помогать. Я считаю, что предприниматели могут помогать и, соответственно, получать статус, или как это называть, социальный предприниматель, и, соответственно, социальное предпринимательство. 1 рубль. Вроде бы незначительная сумма, но важная для нуждающихся детей. Благотворительный фонд «Харасхал» реализует десятки проектов, направленных на поддержку детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по всей республике. Оказать помощь детям и нуждающимся в силах каждого человека. Но как именно будет проявляться помощь, выбирать вам. Уроки доброты – всероссийский проект интерактивных школьных занятий по правильному пониманию инвалидности, который помогает детям понять людей с инвалидностью. Автором проекта является региональная общественная организация «Перспектива». В Якутии реализацией проекта является благотворительный фонд «Харасхал», проводя для школьников в течение всего учебного года как уроки доброты, так и паралимпийские уроки, основная цель которых – популяризация инклюзивного образования. Проводят такие уроки, чтобы объяснить ребятам то, чего не может объяснить родители или общество. Я говорил о людях знаменитых с инвалидностью, кто на колясках. Я говорил, какие приспособления есть для людей с инвалидностью. То все-таки я учитель. Я должен ребят хорошо подготовить к этому миру для будущего. Уроки доброты ведут тренера, молодые люди с инвалидностью, которым пришлось столкнуться с непониманием со стороны общества. Урок доброты обычно проводят в рамках классного часа. За 40 минут тренера рассказывают о том, как нужно вести себя по отношению к людям с инвалидностью, проводят игры с детьми и знакомят школьников с успешными людьми с инвалидностью. Детки с удовольствием слушают ребят. Мы говорили о людях с ограниченными возможностями и то, что они тоже могут быть, как мы, даже лучше. Некоторые люди, у которых все есть, им просто лень, а этим людям им просто тяжело, но они все равно пытаются это делать. Если ты человек с ограниченными возможностями, можно тоже заниматься спортом. О том, что люди с ограниченными возможностями могут делать все так же, как и другие люди. Уроки доброты позволят людям с инвалидностью поделиться своим опытом с детьми, внести свой вклад в развитие инклюзии. Если вы хотите, чтобы в вашем классе провели урок доброты, оставляйте заявки по номеру 8 914 2 705 887. Наше солнышко. Вот оно какое
Сегодня мы едем в деревню. Нас ждут незабываемые приключения. Вот мы и приехали. Нас встречают деревенские ребята. Они будут давать нам задания. Покормить телят. Вау. Мы будем кормить телят. Покормить кур? Ура! Ура! Да, сюда, курица. У нас не тешим. Чего вы закрыли, а? Неожиданно все начали прыгать с крыши на сено. Это страшно, но весело. Все, приехали, пошли теперь поросят кормить. Поехали. Иди, вперед. Но больше всего нам понравилось кормить свинок. Они такие забавные. А вы зачем туда забрались, Максим? Но вообще-то в этом ролике мы хотели рассказать вам о более важных вещах. Знакомьтесь, это Вера. Она любит рисовать. И помогать маме с бабушкой по дому. Она не любит много болтать, но учит язык жестов. У нее особый разрез глаз. Впрочем, как и у всех нас. И это все, чем отличаются люди с синдромом Дауна от всех остальных. Разные, но равные.